Давайте мы разно всегда убедимся в самом главном, что без этих лидеров Москва не будет существовать. Вот пока эти люди есть, у нас появляется коррупция. Пока эти люди есть, у нас появляется безработные в России. Пока эти люди есть, мы забудем слово патриотизм. Мы любовь к России забудем. Я как президент Федерации мигрантов СНГ с вами разговариваю. Дело в том, что когда люди в таком масштабе собираются, говорят о том, что у властей не только российского нашего, даже у наших дипломатов, которые здесь страны СНГ, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и другие, у тех сегодня даже нет малейшего совести прийти к этим людям. Им страшно в одном, когда друг друга, почему мы за столом сидим, пьем водки и празднуем там независимость Таджикистана, Узбекистана, Россию, на уровень МИДа разговариваем, а к простому народу не хотим выйти. Потому что простому народу надо кормить, надо создать условия, надо выполнить заработную плату. Вот это страшно для нынешнего любого руководителя. Вот подумайте, вы приехали, вот десятник камеры, которые приезжают в канал 24, приезжают в канал, они ничего не будут показывать. А дети маленькие, за мешок муки они сидят по 5-6 лет в тюрьмах. Приехали, я не против. Они нужны, значит нужны. Если граница открыта, значит нужны. Ну тогда давайте будем заботу проявлять. Человек работает, сейчас спросите него. У него 3 участка. За 3 участка нужно уже 48 тысяч, он получает 17 тысяч. И того не дают ему. Куда ему идти, скажите? Прокурору? А вы что, прокурор? Где твой договор? А полицейский проехал мимо. Почему? На него смотрел. Его не арестовал, потому что двор надо убирать, полицейскому предупредили. А если вечером он вышел, его арестуют. Потому что вместо него другой придет. Я должен стоять рядом со мной, руководители всех ДЕЗов. Особенно Восточный административный округ. Буквально мы с Химки приехали, такая история. Мы Тыщина. Там еще страшнее творится за МКАДом, где митинг. Еще страшнее творится. Практически получается у нас из 18 тысяч, более 18 тысяч дворников Узбекистана, Таджикистана, они все брошены. Единицы получают деньги, и то посредники. И то посредники получают. Это ничего не получают. Как это в данном случае, как решить вопрос? Решение вопроса так, надо им заплатить заработную плату. Их надо предупредить раз навсегда, что если у вас не будет договора, если у вас не будет добросовестных работодателей в ГЕЗе, то в будущем эта картина будет твориться. Но надо самое главное, где найти деньги? Деньги обворованы. Лиц, которые стали их хозяевами, так называемыми, говорят, мы тендеры выиграли. Чтобы выиграть тендер, сегодня надо в российском нашем государстве, особенно в московской нашей провинции, надо решать. У человека, у которого есть тендер, у него должен несколько миллиардов лежать в банке. А как мы человека без денег, без ничего, ему отдаем руководить здесь, а у него в кармане копейки. Договор у нас был. Ты иди туда, а потом убежишь. А эти таджики на вас работали. Вот примерно, сколько месяцев деньги не получаете? Уже второй месяц. А сколько хотя примерно вам не дали? 1040-50 вам не дали. Умножайте. Сколько человек у вас? 70 человек. Их 150, знаю вас. Общий 150 работает. 100 человек. Не будем 150 говорить. Умножайте на 70. 7 миллионов денег где находится? В кармане 2-3 чиновников. Может, сотрудников придут. А вот сейчас что делать? Как помочь? Что вы будете? Вот из 3 вариантов у нас ни один вариант не подходит. Последний вариант это ваше усилие. Прокурор нас не примет. Будет вопрос. А сотрудники здесь однозначно уже сбежали. Их не будет. Значит, полиция будет молчать до конца. До Кремля ничего не дойдет. До государства Таджикистана тоже не дойдет. До Узбекистана не дойдет. Если вы покажете правду, если вы еще, помимо этого, еще будете повторять вашу программу, болезни, которые сегодня есть, называемые язвой нынешним чиновникам нашим российским, если в конечном итоге еще помог бы, кроме вас, местные жители, они должны их помогать, их поддерживать. Дворники, я был в Германии. Лучшие люди и находятся с большим уважением к ним. А здесь что получается? Давайте найдем русского Ивана, нашего брата еврея, нашего брата армяна, вот тут что он подметает. Да них не найдешь. Уйдет, их депортируйте. А кто вместо них будет? Кто вместо них будет завтра? Кто это все будет убирать? Вы молодая девушка, вот, ребята, вы хотя выступаете за то, чтобы сегодняшняя Москва, которые делали таджики, все Садовое кольцо, среди них миллиарды находятся. Почти 1 200 000 000 долгов сейчас перед московским департаментом господина. Сейчас конкретно что можно сделать, чтобы получить деньги? Они должны до конца находиться на том же месте, где их на работу приняли. Не выходить на работу, ни в коем случае не надо им выйти. Они должны быть дружно друг друга поддерживать, но среди них еще гады есть, которые с руководством работы не пойдут, потом с ними будут говорить.
Мы завтра вас других людей приведем. Они должны постоянно находиться рядом с зданием ДЭЗа. Требовать. Реакция какая будет? ДЭЗ вызовет сотрудников полиции, ФМС, берите, депортируйте. У человека не было денег, откуда он заплатит? А у него патент, он не мог заплатить. Все, суд решает, депортировать, отправить в спецприемник. А потом оттуда эти люди покупают вместо 18 тысяч рублей билеты домой за 35 тысяч. Вы думаете, только я один замечаю? Так все знают об этом прекрасно. То есть это безвыходные ситуации? Безвыходное положение, но деньги надо, чтобы возвратить назад. С вашей помощью, с нашей помощью. Постоянно с утра, с 9 утра, с 8 утра около ДЭЗа, пока эти деньги не будут возвращены. Если они малейший шаг сделают назад, им деньги не видать. Сейчас вы пойдете туда, может быть? Ну хорошо, давайте зайдем. Да, но и не Ну а если закрыли, что? Открыто, они... Давай зайдем. Где начальник здесь? Где начальник? Где у нас камера? А? Какой кабинет? Начальник. Здравствуйте. Вот где-то у вас 12 кабинет. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Телефон, надо камера. Пардон. Съемка, как без съемка? Мы готовы с вами поговорить. Знаете, одного двоих людей. Ну, это люди наши советские. СМИ у нас в России свободны, честно говоря. Вы знаете, я начальник отдела кадров. Я не готова разговаривать. Выключите, пожалуйста, камеру. Вы не имеете права меня снимать без моего У нас в согласия. России СМИ, телефон, СМИ, Ну, газеты. тогда извините, с вами никто разговаривает. Ладно, давай выйдем, вы поговорите. Хорошо, давайте, выйдите, пожалуйста. Все это происходит. Акшишенька. Давайте мы обсудим. Действительно, по поводу вопроса, связанного было с задержкой вашей зарплаты, было передано департаменту Восточного административного округа человек по фамилии Темнов Эдуард Владимирович. В настоящее время отстранен от занимаемой должности. И в ходе разговора, то, что вы были утром здесь и до этого, они попросили погашением. Каждый человек есть карта, правильно? Это от 7 до 10 дней. Причина в одном, значит, директор больницы, 4 там, ваше присутствие телевизионщика, наш контроль, любое дело за сутки не решается, правильно? Значит, убеждены к тому, что в течение вот это от 7 до 10 дней ту зарплату, которая есть, а на самом деле вы передали через отдел кадров свои табеля, у них я показал, все есть, двигается ваш вопрос решается. Ну, может быть, наш приезд еще начал сдвинул дело. В Крым относиться тоже как-то, значит, по-человечески, как она попросила. Она понимает, женщина. С другой стороны, говорю, людей не надо обижать. Люди должны получать свои заработные платы. И в конечном итоге, значит, бухгалтер и коммерческий директор в ближайшие дни уже вопрос решит с вами, вот, в течение 7 дней, получение денег. И с каждым человеком будет рассчитано. Никаких здесь посредников нет. Вы сами получаете деньги. Дальше вы работаете, у вас есть общежитие, я так понял. Если какие-то вопросы возникнут, вот от 70 дней мы будем постоянно на связи, телефон не есть? Да. Обязательно соберемся, я зайду к ним. Но за это время, я думаю, что они будут стараться, чтобы я не приехал больше сюда, я вам сразу говорю. Они хотят меня увидеть только без вас. Поэтому да, вам заплатят, это наше общее решение и ваш помощь, господа телевизионщик, канал 24, Москва. Вам огромное спасибо. Если вопросы ко мне, пожалуйста.